Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. С вами Шабалина Анастасия Сергеевна. На предыдущем уроке мы познакомились с элементами синтаксиса и типами словосочетаний. Узнали, какие виды связи существуют между словами в словосочетаниях и предложениях. Тема нашего урока сегодня – простое предложение, знаки препинания в конце предложения. На уроке мы ответим на следующие вопросы. Каковы признаки предложения как единицы синтаксиса? Какие есть виды предложений по цели высказывания? Как в обыкновенном увидеть чудесное? А наш урок мы начнем с игры «Четвертый лишний». Давайте разберемся, какая из записей является лишней и почему. Надеюсь, вы правильно ответили. Лишняя запись – листья опадают, так как это предложение. Остальные записи – словосочетания. Предложение – это законченная мысль, и на письме первое слово предложения мы пишем заглавные буквы. А какие еще признаки нам помогли определить предложение? Самые активные наши слушатели, наверное, мне уже подсказывают, что предложение обычно содержит главные члены предложения, то есть подлежащее и сказуемое. Проверим. Листья опадают. О чем говорится? О листьях. Это подлежащее. А что говорится о подлежащем? Слово «опадают» сказуемое. Подлежащее и сказуемое еще называют грамматической основой предложения. В устной речи предложение оформляется интонационно, то есть в зависимости от нашей цели мы озвучиваем свои мысли по-особому. Какие бывают цели? Мы можем что-то сообщить, и такие предложения будут называться повествовательными. На письме в конце повествовательного предложения ставится точка. Представьте, что смотрите в окно, видите опадающую листву и пишете в тетради: «Листья опадают». А теперь другая ситуация. Вы вышли в августе в сад и увидели пожелтевшие листья. «Листья опадают?» – удивленно спросите вы. Или, гуляя по осеннему саду с друзьями, вы восхищенно восклицаете: «Посмотрите, как листья опадают!» По интонации последнее предложение будет еще и восклицательным. Итак, выбор знаков препинания в конце предложения зависит от цели высказывания и интонации. Определим в тексте вид предложения по цели высказывания. Ты еще не видел чуда? Никогда не видел чуда? Вот беда, не видел чуда. Так сходи и посмотри. Ты еще не видел чуда? Это вопросительное предложение. Никогда не видел чуда? Также вопросительное. Вот беда, не видел чуда. Такое предложение повествовательное, но по интонации восклицательное. Автор сочувствует тем, кто не видел чуда. Так сходи и посмотри. Побудительное предложение. Это призыв к действию. Побудительные, повествовательные и вопросительные предложения могут эмоционально окрашиваться. Они выражают отношение или переживание человека, который говорит, и называются восклицательными. Как вы думаете, ребята, о каком чуде шла речь в предложениях? А вы знаете, что такое чудо?
В рубрике «Слово о словах» мы поговорим сегодня о чуде. В толковом словаре Ожегова это слово имеет целых 5 значений. Первое значение. Чудо – нечто небывалое, сверхъестественное. Например, ученик, не готовый к экзамену, надеется на чудо. Второе значение. Чудо – нечто поразительное, удивляющее своей необычностью. Чудеса героизма. Третье значение. Чудо – необыкновенный, выдающийся среди себе подобных. Например, чудо-ягода, чудо-печка, чудо-дерево. Четвертое значение. Чудо. Удивительно, поразительно хорош. Погода сегодня – чудо. Пятое значение. Чудо – выражение крайнего удивления, недоверия. Например, вчера утверждал одно, сегодня другое. Чудеса. Подберем однокоренные слова. Чудо, чудно, если мы имеем в виду что-то прелестное, великолепное. Чудно, если речь идет о чем-то необычном или странном. Чудный, чудесный. Кстати, это слово словарное, так как мы не пишем в нем непроизносимую согласную в корне. Проверим словом чудесен. Слово чудо имеет славянское происхождение и связано со словом чары. Какие эмоции можно выразить этим словом? Удивление, восхищение, радость. Ребята из стихотворения Романа Сефа «Чудо» делятся с нами своими эмоциями. Посмотрим. Ты еще не видел чудо? Никогда не видел чуда? Вот беда, не видел чуда. Так пойди и посмотри. Ты увидишь просто чудо, удивительное чудо. Там, где магазин посуда, возле дома номер 3. Сквозь асфальт у перекрестка пробивается березка. Вспомните высказывание из мультфильма? Какие предложения вы запомнили? Рассмотрим некоторые из них. Обратим внимание на грамматическую основу. Сквозь асфальт у перекрестка пробивается березка. В этом предложении есть и подлежащее, и сказуемое. Такое предложение по структуре двусоставное. Но в предложении может быть только сказуемое. Так сходи и посмотри. Или только подлежащее. Удивительное чудо! Такие предложения называются односоставными. Другая характерная черта структуры предложения –
Количество грамматических основ. Предложение с одной грамматической основой простое. Например, дети верят в чудо. Если в предложении две и более грамматических основ, то такие предложения будут называться сложными. Например, чудеса живут рядом с нами, их надо только увидеть. Или такое предложение. Чудеса живут рядом с нами, если мы их замечаем. Рассмотрим еще предложения. В чем их особенность? Они состоят только из грамматических основ. Такие предложения называются нераспространенными. А как можно распространить эти предложения? Добавить второстепенные члены. Ребята спешат навстречу с чудом. Сквозь асфальт пробивается маленькая березка. Обратимся к нашему учебнику. На странице 29, упражнение 41. Перед нами небольшой текст, но с большим количеством знаков препинаний в конце предложений. Это говорит о том, что рассказ очень эмоционален. Попробуем его прочитать так, как будто мы озвучиваем художественный фильм или мультфильм. Касым жил в Бишкеке. Ему было уже 8 лет, и он успел побывать на озере Иссык-Куль, знал про Бомское и Семеновское ущелье. И однажды он спросил у отца: «Ата, а мы могли бы поехать в другие места, такие же красивые?» Конечно, есть одно удивительное село с красивым названием Гульча, что по-русски значит «в цветах». Оттуда родом наши дедушка и бабушка. «Вот здорово!» — воскликнул Касым. «Чумата, а мы сможем поехать в Гульчу?» Дедушка с улыбкой ответил Касыму: Поехать-то мы сможем, но понравится ли тебе там? Заскучаешь по друзьям, по городу. Село маленькое, люди незнакомые. Но Касыма было не остановить. «Хочу! Хочу в село!» — закричал Касым и захлопал в ладоши. «Мамочка, а вы там были когда-нибудь?» «Я выросла там», — сказала мама. со всех сторон село окружают горы, а под горами растет пшеница. А среди пшеницы цветут васильки. Это такие цветы. Они синие, как небо летом. Мама задумчиво улыбнулась. Она в этот миг была так красива, что Касым сказал восхищенно: «Ата, Чумата, вы видите, какая у нас красивая мама?» Все засмеялись, а Касым крепко обнял маму. Как вы думаете, почему рассказ называется «Наследник»? Чем необычно село Гульча? Какое чудо увидел Касым в глазах матери! Можно ли сказать, что Касым научился видеть чудесное в обыкновенном? Рассмотрим предложения, которые позволили сделать наш текст таким запоминающимся. Какие предложения из текста произносятся с сильным чувством? Это восклицание Касыма. Его переполняют радостные чувства. Почему некоторые предложения имеют сразу два знака препинания на конце? Кроме цели высказывания, знаки препинания передают и интонацию. Важнейшее условие хорошей речи – логическая выразительность. Она включает мелодику, логическую паузу и логическое ударение. Мелодика – это чередование повышения и понижения голоса в зависимости от смысла высказывания – вопрос, утверждение или восклицание. Логическое ударение – выделение главного по смыслу слова во фразе. Выделяется – это значит,
что произносится она с большей силой и длительностью, чем остальные слова в предложении. Понаблюдаем. Вы верите в чудо? Вы верите в чудо? Вы верите в чудо? Логическая пауза – это деление фразы на смысловые отрезки. Выберите дома небольшое стихотворение и прочитайте его вслух, выделяя голосом ключевые слова. Давайте закрепим полученные знания. Дадим характеристику предложениям из текста. Простое или сложное? Касым жил в Бишкеке. Это простое предложение. Со всех сторон село окружают горы, а под горами растет пшеница. Это предложение сложное. Определим, односоставное или двусоставное. Заскучаешь по друзьям, по городу. Односоставное. Мама задумчиво улыбнулась. Двусоставное. Распространенное или нераспространенное? Мама улыбнулась. Нераспространенное. А среди пшеницы цветут васильки. Это предложение распространенное. А вы знаете, где родились ваши родители? Дедушка, бабушка? С каким чудом они встретились в детстве? Поговорите об этом в семье. Послушайте друг друга, понаблюдайте за интонацией. Запишите интересные истории в тетрадь. Пусть это будет вашим семейным дневником. Сегодня на уроке мы узнали, что предложения по цели высказывания бывают повествовательные, вопросительные, побудительные. Повествовательные выражают сообщение, вопросительные выражают вопрос. Побудительные предложения выражают просьбы, приказы, призывы, советы и другие побуждения к действию. По интонации предложения бывают восклицательные и невосклицательные. И как мы выяснили, интонация – один из признаков хорошей речи, которая выражается в логической выразительности, в мелодике, логическом ударении, логических паузах. По количеству грамматических основ предложения делятся на простые и сложные. По количеству главных членов предложения – односоставные, двусоставные. По наличию второстепенных членов предложения – распространенные, нераспространенные. Сегодня мы отметили, что видеть, замечать чудеса вокруг нас – это умение, которое нужно развивать в себе каждый день. Наш урок подошел к концу, и закончить его мне бы хотелось словами немецкого классика Иоганна Гёте. Вне зависимости от того, о чем вы мечтаете, начинайте над этим работать, и тогда в вашей жизни начнут происходить самые настоящие чудеса. Я благодарю вас за плодотворную работу. До свидания, до новых встреч!